рамках проверки действительно мы встретились с мамой, и мама нам сообщила о том, что ее побеспокоила информация, поступившая из интерната, о том, что сына в срочном порядке госпитализировали в Максоголовскую больницу. И сразу она выехала в больницу и встретилась с лечащим врачом. Когда допустили ее до палаты, она обнаружила сына в таком беспомощном состоянии и считает, что из Серебряного Бора мальчик, когда поступал в психоневрологический интернат, он ходил, он мог передвигаться. И она, мама, когда сын находился в Серебряном Бору, за ним ухаживала, опекала и работала по месту лечения своего сына. И мы так поняли, что, в общем-то, связь с сыном и с тем учреждением, где сейчас находится ее сын, она никогда не прерывалась. Попросила, мама Вани, уполномоченного по правам человека в республике, то есть наш государственный орган, взять данную ситуацию под контроль, поскольку сейчас ее сын находится в Покровской районной больнице до выздоровления. 24 февраля 2016 года он поступил. Это ему 18 лет исполнилось. Он проживал рядом в комнате, рядом с медицинским постом, чтобы было удобно там за ним смотреть. И столовая находится на первом этаже. Он сам самостоятельно спускался, рядом в сопровождении спускался. Под присмотром он хорошо кушал, ел под присмотром обязательно, и пища всегда в протертом виде. Кормили его 6 раз. Дополнительно всегда приобретали отдельно для него фруктовые пюре, натуральные детские соки, молочные каши разные. Я хочу понять, какие-то были дополнительные медицинские обследования назначены? Дополнительные он в связи с его состоянием. Я считаю, что он не должен был у нас быть. С таким диагнозом ДЦП, да? С таким диагнозом, который у Ивана имеется, да? Ваше заведение – это то заведение, где он должен был находиться? Или ему требовалось именно уже какой-то более усиленный медицинским профилем? Да. Если бы отдельно, по идее, нет. Конечно. По идее, специализированное, конечно. Мы его госпитализировали, 15 числа, потому что рвота. И, в принципе, по нашему статусу мы не должны делать эти процедуры, и внутривенные и так далее. Мы его госпитализировали. Лицензии для этого. Если он не должен был содержаться, вы как опекун, вам его, как говорится, дальше, что не должен. На поддержание его жизни вам его привезли. Вы как-то этот вопрос поднимали на уровне? Нет, конечно. 15 числа поступил по направлению медика из дома-интерната. С указанием на то, что пациент в какое-то время, в течение 3-4 дней, стал совсем слабый, апатичный. Сказали, что страдает длительное время с рождения инвалид, ДЦП, органическое поражение нервной системы. Палату положили. При осмотре обращал внимание выраженный дефицит массы тела. Взвесить точно его на тот момент не представлялось, потому что у нас стоячие весы, а он стоять не может из-за атрофии мышечных групп. По анализам выявили анемию, потом дополнительные анализы. Когда выявляется анемия, там и определенный протокол, какие мы должны провести. И все. Дальнейшая тактика была восполнение дефицитов и переливание крови. С таким диагнозом ДЦП, в общем-то, так предполагается, в той или иной степени выраженности, примерно это и присутствует. Но опять же не могу сказать, какой он был. При обследовании мы выявили анемию, было назначено дополнительное обследование по поводу этой анемии. При дополнительном обследовании таких каких-то признаков кровотечения, ничего мы не нашли особенного. Были приняты меры по лечению. Все. То есть пациент с улучшением.
Я считаю, что был даже по анализам у нас было улучшение, он сам стал активней. Аппетит у него хороший, по крайней мере, был. Девочки мне ни разу не жаловались. То есть... Требуется там дополнительное питание, его кормили 6 раз, здесь 3-разовое. Именно врача Галина Николаевна обнаружили язву, и идет определенное лечение, она вот сегодня только приступила. Более конкретно задам, у вас, я говорю, тоже рост вес, это не было принято, да, при поступлении фиксировать? Почему фиксируется? Вот я об этом. Ну, там, как мне докладывали врачи Мособлоха, они при поступлении взвешивали? Нет, там мы посмотрели карту, данных нет. Вопрос такой, что он уже пришел же переводом с Максоголовской больницы, то есть, а там он пролежал неделю. То есть там уже должны были, наверное, взвесить. Там тоже не взвесили, поймите меня правильно, данных не было. Сейчас мы посмотрели, у пациента гипс на руке. Как вещи врач, который сегодня приняла, Галина Николаевна, она говорит, он с Максоголовым, с переломом пришел. И говорит, гипс уже здесь наложили. Терапия Хангаласской ЦРБ. И когда делали контрольный снимок грудной клетки, там захватили плечевые кости и попутно обнаружили перелом плечевой кости. Было принято решение инициировать проведение прокурорской проверки. Было подготовлено соответствующее распоряжение. Заинтересованные инстанции были направлены требования о предоставлении документации и специалистов, необходимых для проведения данной проверки. В ближайшее время всей медицинской документации, полученной в ходе проверки, будет дана оценка с учетом мнений специалистов Росздрава. Учитывая резонансность события, сегодня мы выехали совместно с уполномоченным по правам человека. В частности, повстречались с руководством дома-интерната, с руководством Хангаласской центральной больницы, с лечащими врачами. Выяснили определенные детали, которым будет дана оценка в рамках проводимой нами проверки. Выехали в Покровскую районную больницу, где в настоящее время находится Иван Иванович. Он не контактен, и за ним закрепили ухаживающую сотрудницу психоневрологического интерната. Значит, внесла предложение о том, что в интернате было организовано 6-разовое питание, значит, а больницы кормят 3 раза. Лечащий врач Галина Николаевна это услышала. Мы на сегодня увидели то, что, значит, есть назначение согласно тех полученных медицинских анализов. И надо сказать, что по направлению интерната Иван Иванович был госпитализирован 15 октября, то есть он 10 дней находился вот за нами, сейчас находится Максоголовская больница, он как раз проходил здесь лечение, а потом уже был госпитализирован по решению руководства управления здравоохранения, значит, Хангаласского района, Покровскую районную больницу. Насколько нам важно сегодня отделить состояние здоровья Ивана Ивановича в связи с его общим диагнозом. Как нам врачи, значит, свидетельствуют, что такая картина возможна при ДЦП, и нам важно разграничить на сегодня действия ли привели к такому состоянию, или это действительно его болезнь усугубила и вот его состояние здоровья. Поэтому я думаю, что всей ситуации будет дана объективная, справедливая оценка.